Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». В студии Мадина Албогачева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Бизнес-идея. Как запустить коворкинг-центр. Семинар для бизнесменов. Предприниматели региона учат работать в автоматизированной системе портал поставщиков. Трудоустройство выпускников. Какие профессии востребованы на рынке труда республики? Новости экономики о самых важных событиях за неделю. В наше время все сильнее возрастает значимость удаленной работы, фриланса. Сотни тысяч только в нашей стране занимаются программированием, написанием текстов, версткой книг и прочее. При этом для работы им нужен только компьютер, интернет и небольшое рабочее пространство. Все эти условия для работы фрилансера создает коворкинг-центр. Подробнее о том, что это такое, а также как запустить такую площадку в нашем сюжете. С появлением на рынке труда нового вида деятельности фриланса появилась и новая ниша для бизнеса. Коворкинг-центры уже давно и активно действуют за рубежом. В нашей стране это относительно новое явление, но тем не менее коворкинг-центры пользуются спросом. Мы занимаемся сдачей таких арендных мест, пространств. Коворкинг — это такое единое пространство, где предприниматели, организации, различные инициативные группы собираются и ведут в общем свое дело. Подбор помещений – это главный этап на пути реализации бизнес-идеи коворкинг-пространства, на что нужно обратить внимание при поиске места для аренды. Если, например, коворкинги, они по площади бывают очень большими, то есть и рабочие пространства, пространства для переговоров, пространства для больших мероприятий, пресс-конференций, тренингов, семинаров и так далее. Соответственно, если такую площадь брать в центре города, то это будет очень дорого. И за и против, то есть это немножко и окраина, и центр, да, чтобы и людям можно было быстренько подъехать, приехать, быстро выбраться с города, да, чтобы это было и в центре, и в окраине, чтобы место было мобильным. Для запуска такого рабочего пространства вам понадобится мебель для работы, мебель для отдыха, для зала презентации, стеллажи для кафе плюс витрина, гардеробная система, оборудование в санузлы. Затраты на мебель будут высокими, поскольку покупать самые дешевые решения на рынке не вариант. В таком случае не будет ни внешнего вида, ни удобства работы для клиента. Также необходимы профессиональные Wi-Fi роутеры, точки доступа, освещение над рабочими местами и зала в целом, магнитная доска с маркерами, кондиционеры, телевизор плюс приставка, компьютеры, принтеры, сканеры, проектор с экраном. Учитывая, что коворкинг-центры работают обычно с 8 утра до 9 вечера, то вам в любом случае нужно будет нанимать персонал и самому участвовать в рабочих процессах. Главное – это подобрать 2 администратора, которые будут обслуживать клиентов и следить за порядком в центре. Функции бухгалтера и маркетолога вы можете взять на себя. Дополнительно нужно будет поставить систему сигнализации и подключить ее на пульт охраны. Также потребуется пожарная система безопасности. В основном трудности, в первую очередь, которые люди озвучивают, это сразу же на ум приходит, что нет денег, как нам это все начать, все такое. В основном проблема не в этом. Проблема в самих людях. У многих людей есть очень большие потенциалы. То есть здесь очень важно понять человеку, кто начинает свое дело. В первую очередь он должен видеть, что он хочет, да? Потом он должен делать, и потом он должен уже получать. Окупаются вложения за период 1,5-3 года. Все зависит от места работы, рекламных бюджетов и оснащенности самого центра. Если у вас есть собственная недвижимость, которую вы хотите монетизировать, то коворкинг – это отличный вариант вложения денег. Если бюджет ограничен, то можно начать с малого и открыть небольшое пространство на 25-30 рабочих мест. И по мере раскрутки бизнеса расширяться. Малому бизнесу Ингушетии рассказали, как выйти на российский рынок закупок малого объема с помощью портала поставщиков. Организаторами семинара являются представители общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Департамента по конкурентной политике города Москвы. Все подробности далее. Портал поставщиков – это интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа малого объема и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок. Портал обеспечивает повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений, анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. К ресурсу уже подключено 33 региона России. Теперь реализация началась в Ингушетии. Этот семинар стал еще одним среди целой серии мероприятий, направленных на вовлечение регионального бизнеса к участию в закупках. Мероприятие именно направлено на то, чтобы объяснить нашим предпринимателям о закупках малого объема. То есть это те закупки, которые не превышают 300 тысяч рублей и, соответственно, в сфере культуры и образования 600 тысяч рублей. То есть напрямую с предпринимателями. Если сегодня федеральные источники средств размещаются малые объемы на портале «Березка»,
то региональные источники будут размещаться на портале именно поставщиков. Антимонопольная служба давно предлагали, что у нас должна быть такая площадка, и мы хотели, чтобы это была наша субъектовая. Но в том, что если мы зайдем на ту площадку, которая объединяет 30 и более субъектов России, я думаю, это наоборот будет плюсом для нас, потому что также если товар наш поставщик предлагает, допустим, за 50 тысяч рублей, а соседнего субъекта нам предложит за 30, это, несомненно, экономия будет для бюджета органов власти. Через данный портал можно осуществить поставку медицинских товаров, продуктов питания, канцелярских принадлежностей, мебели, бензина. Также можно заказать техническое обслуживание, монтаж, установку, сборку оборудования, печатные работы, текущие работы, услуги IT, охраны, техническое обслуживание оргтехники. Тут еще есть, несомненно, один огромный плюс. Если участвовать от 100 тысяч и выше в соответствии с 44-м законом, то там необходимо обеспечение контракта вносить, обеспечение заявки вносить и так далее. То есть это связано с тем, что замораживается определенная денежные средства до окончания процедуры закупок. А здесь этого именно при закупках малых объемов это все не требуется. Любой поставщик республики может зарегистрироваться, и как только он увидел, что один из органов власти хочет осуществить закупку, если эта цена ему подходит, он тут же дает свое предложение и в последующем контракт с ним заключается. Этот интернет-ресурс полезен не только заказчикам, но и поставщикам товаров и услуг. О возможностях проекта уже подробно на семинаре рассказывают ведущие специалисты закупочных процедур. В ходе выступления презентуют и работу сайта. Всем кажется, что для участия в государственных закупках требуется какой-то штат, какие-то там специальные знания и так далее, и так далее. И, соответственно, многие от этого отказываются. Отказываются не только начинающие бизнесмены, но и уже действующие. Но тема госзаказа, она актуальна для всех. Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах. Простой и понятный механизм участия в закупках. Абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссии. Электронное контрактование. Возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов. Если говорить о статистике именно выбора заказчиками контролирующих сессий, то посмотрите, какая динамика. С января 2019 года и июля 2019 года, 2 месяца рассмотрены у нас. На январь у нас идет 4,1 тысяча контролирующих сессий опубликовано. Уже в июле эта сумма на 137% больше. Многие предприниматели не знали о существовании такого портала. Благодаря этому семинару они осознали, какую пользу им может оказать данный интернет-ресурс. В основном это где можно использовать свой опыт как работы, так и поставок. Можно мониторить, можно отслеживать, можно статистику проверять. Все это, которое в общем приводит к более ясной картине. Да, он вызывает у меня интерес. Я изначально думал, просто чисто по городу Москвы только распространяется. Оказывается, он в локальных регионах развивается и во всех регионах будет работать. Друзья, наша программа продолжается, и в гостях у нас сегодня Фатима Мальсагова, руководитель Центра по содействию трудоустройства выпускников Ингушского госуниверситета. Фатима, здравствуйте, рада видеть вас сегодня в нашей студии. И вот, пожалуйста, расскажите, чем занимается ваш центр? В принципе, из названия понятно, но... Здравствуйте, Мадина. Наш центр был создан в 2007 году в Ингушском госуниверситете. Является структурным подразделением Ингушского госуниверситета и подчиняется ректору. В условиях рыночной экономики и высокой безработицы во многих регионах Российской Федерации самой незащищенной категорией работников является молодежь. И выпускники, молодые специалисты, покидая стены вуза, сталкиваются с проблемой, с нежеланием работодателей принимать на работу специалистов без опыта работы. И это приводит к тому, что неблагоприятным последствиям это не только связано с экономической проблемой, можно сказать, это также характерно и социальной проблеме. В данном случае это приводит к тому снижению профессионального уровня у выпускников, к сокращению интеллектуального потенциала населения. Но мы, как мы знаем, во всех вузах, почти во всех вузах стоит такая задача, что необходимо подготовить выпускника так, чтобы он по окончанию вуза стал уверенно на ноги и мог найти себе работу по специальности.
Для этой деятельности в Ингушском госуниверситете создан центр по трудоустройству, как я уже ранее сказала. Основной целью данного центра является содействие в трудоустройстве выпускникам и студентам Ингушского госуниверситета. Фатим, скажите, а вот наиболее востребованные профессии в нашей республике это какие? То есть каких студентов, каких факультетов, да, проще всего трудоустроить вам? Востребованность профессии в каждом году меняется, но по анализу, который провел Центр по трудоустройству выпускников, за последние несколько лет самые востребованные профессии — это профессии учителя, медицинских направлений. Профессии учителя — это в основном учителя физики, математики, химии, биологии, в том числе и филологи. Это учителя английского языка, ингушского языка. Также востребованы и программисты. С учетом того, что в республике развивается информационная система технологий, также есть спрос на таких специалистов. А студентов каких вот специальностей сложнее всего трудоустроить? С какими возникают сложности? По поводу невостребованных специалистов сказать точно нельзя, потому что эта цифра тоже варьирует. В какой-то год какие-то специалисты востребованы, а на другой год они менее востребованы. Например, менеджеры в какой-то период времени были не так уж востребованы, потому что был большой поток этих специалистов. А на данном году и в прошедшем году востребованность этих специалистов увеличилась. Фатим, скажите, а какие студенты наиболее успешные в поиске работы? Студенты Ингушского госуниверситета, они в основном ведут очень активную деятельность студенческую. И в основном их трудоустраиваемость зависит от того, как они себя проявят в этой деятельности. Конечно, очень важна теоретическая база, которую они получают. Мы знаем, чтобы какой-то период времени у нас в республике присутствовала программа трудоустройства краснодипломников, но самое главное — это их черты характера. То есть более упорные, более целеустремленные, более активные ребята, они быстрее, можно сказать, находят себе работу и как-то себя реализовывают на рынке труда. Но в любом случае те ребята, которые учились на отлично, их центр трудоустраивает в первую очередь, да, я так поняла, или же, то есть это не имеет значения? Трудоустройство в нашем центре происходит таким образом, что мы в первую очередь подбираем данного специалиста по определенным критериям, которые у нас запрашиваются работодателем. То есть работодатель оставляет у нас заявку и говорит, что вот по таким-то критериям им нужен определенный специалист. И это не обязательно должен быть краснодипломник, это может быть и хорошист, и активист. Там возможно, что даже теоретические знания не так уж важны. Возможно, там самое главное — ответственность, исполнительность и объективность специалиста. А какие сложности возникают вот в процессе этой работы? Самая большая проблема в трудоустройстве — это отдача от выпускников. То есть наши выпускники, покидая стены вуза, мы, можно сказать, в какой-то степени теряем с ними связь. Мы собираем их данные — это контактные данные, адрес проживания и так далее, но эти данные могут в какой-то период меняться. То есть они могут сменить номер телефона, место проживания, и в связи с этим у нас теряется нить с этим выпускником. Вот, к сожалению, вот именно этой связи, можно сказать, не хватает нашему центру. То есть, Фатим, получается, что трудоустраиваются они вот, да, не сию же, да, минуту, как окончили вуз, а потом, да, еще в течение какого-то периода их могут все-таки позвать на работу, да, после окончания института? Конечно, Мадина, их мы обзваниваем, можно сказать, каждый год. У нас появляются такие заявки, которые мы рассматриваем выпускников позапрошлого года, например. Заявка поступила к нам сегодня, а вот специалисты, которые закончили намного ранее, мы можем их обзванивать в том числе. И мы также ведем мониторинг трудоустраиваемости наших выпускников, также мониторинг рынка труда мы ведем.
мы, вот если говорить о трудоустраиваемости, давайте мы более подробно расскажем о том, как у нас проходит этот процесс. Центр по трудоустройству заключает соглашение с работодателями Республики Ингушетия, привлекает их на различные мероприятия, которые проходят у нас в университете, для того, чтобы работодатель и будущий специалист, студенты вуза, могли пообщаться, познакомиться и оценить друг друга. Также центром проводится профориентационная работа, проводится консультация по вопросам создания резюме, планирования карьеры, поиск работы, презентация, самопрезентация, а также реализация себя на рынке труда. Фатима, спасибо вам за интересную беседу. Я желаю успехов в вашей работе. Спасибо. Друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Фатима Мальсагова, руководитель Центра по содействию трудоустройству выпускников Ингушского госуниверситета. А сейчас пришло время узнать о самых важных событиях экономики минувшей недели. Первый в Ингушетии филиал компании по продаже пестицидов и семян откроют в 2020 году. Министерство сельского хозяйства Ингушетии подписало соглашение с компанией Щелково Агрохим, которая производит и продает пестициды, агрохимикаты и семена. Документ предполагает создание в 2020 году представительства компании на территории республики, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова главного агронома службы сельскохозяйственного консультирования при Минсельхозе Ингушетии Хасана Кадзоева. На 26-й международной сельскохозяйственной выставке «Юг-Агро-2019» Минсельхоз заключил соглашение с акционерным обществом Щелково Агрохим, которое предполагает открытие в Ингушетии представительства компании. Мы уже начали работу по его созданию, готовим базу и склады. В начале 2020 года представительство уже будет открыто. Склады будут располагаться в нескольких районах региона для удобной логистики, сказал Кадзоев, добавив, что ранее таких представительств в регионе не было. По его словам, открытие представительства позволит повысить урожайность в регионе и улучшить качество почвы. Представительство будет предоставлять ингушским сельскохозяйственникам пестициды, удобрения, семена зерновых, зернобобовых культур, овощей по привлекательной цене. Но самое главное, что продукция будет предоставляться сельхозтоваропроизводителям в рассрочку под урожай. Это даст толчок в развитии по направлениям семеноводства, продуктивности, качества и количества урожая, добавил собеседник агентства. Кадзоев отметил, что сам он будет работать консультирующим агрономом в представительстве компании, специалисты которого будут сопровождать весь процесс работы сельхозтоваропроизводителей региона. Это будет интенсивная, комплексная технология производства от улучшения почвы до получения урожая. Мы уменьшим площадь, пораженную сорняками. К примеру, амброзия растет на почти 30 тысячах гектарах территории сельскохозяйственных земель, а комплексное применение мер позволит решить эту проблему. Сейчас, в зимний период, когда сельхозтоваропроизводители особо ничем не заняты, мы подготовим всю документацию по предприятиям, составим список всего, что каждому из них необходимо, и будем помогать развивать отрасль, сказал Кадзоев. Напомним, выставка «Юг-Агро» проходила в Краснодаре с 19 по 22 ноября. В ее работе приняли участие более 700 компаний из 35 стран мира. К другим новостям. Российские власти с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что мать или родственники ребенка, которые оформили выплаты ранее, будут получать их до окончания установленных сроков. Компенсационные выплаты получали работающие матери или другие члены семьи, которые ухаживают за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также женщины, военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Отметим, что в то же самое время российские власти со следующего года увеличат размер материнского капитала, проиндексировав его. Сумма поддержки семьям, которые воспитывают 2-го, 3-го или последующих детей, будет увеличена с 453 до 466,5 тысяч рублей. При этом будут проиндексированы не только суммы по новым выдаваемым сертификатам, но и остаток средств по сертификатам, которые семьями уже частично использованы. В правительстве подтвердили, что в бюджете есть средства для увеличения суммы материнского капитала. На эти цели в бюджете заложено 325 миллиардов рублей. Средства выделяет Пенсионный фонд России.
Пенсионный фонд России разъяснил порядок индексации неиспользованного мат-капитала. Те, кто получил, но не использовал материнский капитал, имеют право на его ежегодную индексацию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Кроме того, индексация предусмотрена для неиспользованной части мат-капитала. В Пенсионном фонде уточнили, что материнский капитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На сегодня размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Он выдается после рождения или усыновления второго ребенка. Семья может его потратить на улучшение жилищных условий, будущую пенсию матери, интеграцию и адаптацию детей-инвалидов. Программа материнского капитала действует с 2007 года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об индексации мат-капитала почти на 4% с января 2020 года. Она уточнила, что сумма выплат составит 466 617 рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что на общее финансирование программы мат-капитала в госбюджете заложили 316 миллиардов рублей. Индексация материнского капитала была приостановлена с 2016 года. В июле правительство решило возобновить индексацию материнского капитала на уровень инфляции с 1 января 2020 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия-24». «Я бы малый и средний бизнес, если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то, по крайней мере, существенно бы сократила налоговую нагрузку», заявила Матвиенко. Она признала, что сейчас дела у предпринимателей обстоят не лучшим образом. При этом рывка для создания условий работы МСП пока тоже нет. Однако, по мнению спикера, если и браться за изменение налоговых правил, то действовать нужно разумно и взвешенно. В будущем эти решения отразятся на деловом и инвестиционном климате страны. Особое внимание, как считает Матвиенко, нужно обратить на потенциал и возможности каждого региона. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила возмещения банком недополученных доходов по выдаваемым потребительским кредитам на повышение уровня благоустройства домовладений в сельской местности. Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С 1 января граждане смогут обращаться в уполномоченные банки за кредитом для проведения в дом центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер кредитов для большинства ограничен 250 тысячами рублей. До 300 тысяч могут получить проживающие в Ленинградской области и регионах Дальнего Востока. Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области. Ну что ж, друзья, на этом наша программа завершена. Я с вами прощаюсь. Следующий выпуск вы увидите ровно через неделю.